Пожалуйста, молитесь о подтверждении переданного послания. Вы были избранным, но они манипулировали выбором. Вам было суждено получить определенное благословение. Будь то возможность, продвижение по службе, подарок или что-то, что подняло бы вас на новый уровень, вы действительно заслуживали этого. Однако в хитросплетениях человеческих взаимоотношений появились те, кто захотел изменить ход событий. Они хитроумно плели паутину манипуляций, ловко и со злым умыслом отклоняя путь сужденного благословения. Они сговорились сделать так, чтобы оно не попало в ваши руки, но забыли одну важную истину, которая эхом отдается в коридорах вечности. Они не поняли, что божественные глаза смотрят на них, наблюдая за каждой тонкой деталью их махинаций. Последнее слово остается за Богом, и никакие человеческие усилия не могут помешать Его суверенной воле. Вы получаете сообщение через портал сознания. Подпишитесь на наш канал, чтобы держать этот портал открытым и продолжать привлекать эти мощные небесные послания. Видите, как благодать восстановления нисходит на вас, подобно мягкому дождю. Она падает мягко, но с неоспоримой силой, поскольку несет на себе груз божественной благосклонности. Все, что у вас было несправедливо отнято, все, что от вас несправедливо скрывали, теперь вернется к вам. Колеса провидения повернутся, и украденные благословения вернутся к их законному владельцу. Приготовьте свое сердце, ибо на горизонте забрезжил рассвет нового времени года. Руки времени протянутся к вам, чтобы воздать по заслугам, восстановить утраченное и исцелить разрушенное. Твердо знайте, что ваша вера не была напрасной, ибо Бог в своей бесконечной мудрости и милосердии организует божественный поворот судьбы. Глава вашей жизни, которая была омрачена манипуляциями, подходит к концу. Примите струящуюся благодать и верьте, что дальнейший путь приведет вас к месту божественной самореализации в великом гобелене Божьего плана. Ни одно благословение не может быть потеряно навсегда. Небесный Отец, мы приходим к Тебе с благодарным сердцем, понимая, что Ты – Верховный Судья и Восстановитель рук. Благодарим Тебя за бдительное око и любящую заботу о нас. Мы просим Тебя о божественном вмешательстве в нашу жизнь. Пожалуйста, откройте правду, разоблачите манипуляторов и восстановите справедливость там, где она была допущена. Мы отдаем нашу боль, разочарование и неудовлетворенность в Твои руки, зная, что Ты изменишь все к нашему благу. Аминь. Утверждение «Я избран Богом, и никто не может манипулировать Его планами в отношении меня. Упущенные благословения вернутся ко мне в изобилии. Я доверяю Божьему времени, зная, что Он восстановит и оправдает меня. Да пребудет с вами мир». Напишите 11 часов 11 минут, чтобы заявить об этом. Бог говорит: вы получаете мое благословение на то, чтобы каждый ваш день начинался энергично и без страха. Держите голову высоко и отвергайте мысли о неудаче. Каждое утро наполняйте свой разум моими словами, и пусть ваши уста выражают мои обещания. Пусть на вашем лице появится улыбка, когда вы с верой смотрите на все грядущие благословения. Ваша победа и триумф уже обеспечены на кресте,
ваши враги побеждены и посрамлены, и вы спасены от смерти в моем воскресении. Я наделил ваше существо моим Святым Духом, чтобы вы могли контролировать свои эмоции и преодолевать любую боль. Вы не обречены на неудачную жизнь и не чувствуете себя неполноценными. Вы больше не верите, что будете постоянно совершать ошибки, что ваши мечты будут отодвинуты на второй план, а надежды похоронены в отчаянии. Бог говорит: «Я твоя жизнь», и ты уже обладаешь верой, необходимой для преодоления трудностей и жизни в радости. Это правда, что вы столкнетесь с испытаниями и трудностями. Но знайте, что я живу внутри вас, у меня есть сила разрушать препятствия и разрывать цепи. Если вы решите верить в меня, то получите обильные благословения, а не будете довольствоваться крохами, которые предлагают вам завистники. Если же вы решите жить по воле тех, кто оскорбляет и принижает вас, вы будете продолжать жить во тьме и печали. Это не та жизнь и не та судьба, которую я запланировал для вас. Внимательно слушайте эти слова и разделяйте их. Почувствуйте силу моих обещаний, которые полны жизни. Откройте свою Библию, впитайте этот свет, который осветит ваши мысли, развеет безнадежность и очистит каждый уголок. Ваше будущее будет наполнено силой и любовью, если вы доверитесь Богу. Нравится это видео? Мои мысли о вас – это мысли о процветании, а не о вреде или страданиях. Я желаю, чтобы вы прогрессировали во всех аспектах, как процветает ваша душа. Позвольте мне направлять вас в мужестве. Признайтесь в любви ко мне с верой прямо сейчас и получите это благословение, которое становится реальностью. Будьте уверены, ваши благословения уже в пути. Ничто и никто не может остановить мою волю. Перестаньте беспокоиться и помните, что вас любит и защищает Творец Вселенной, Царь царей и Господь господствующих, ваш всемогущий Небесный Отец. Почувствуйте силу моей любви и примите силу, мир и мудрость, которые я предлагаю вам в это время. Трудности, которые вас тяготят, уйдут в прошлое, останутся позади смущения, разочарования, оскорбления, унижения, ссоры и противостояния. Всегда помните о моем слове и не поддавайтесь негативным мыслям, которые рождаются в вашей душе. Не позволяйте безнадежности поселиться в вашем сознании. Бог говорит, что посреди печали, депрессии и смертной тени плач утихнет и улыбка вновь озарит ваше лицо. Прислушайтесь к моим словам, потому что так и будет. Вы смело поднимете голову, являя миру доброту, чудо моей любви и благости в вашей жизни. Я желаю, чтобы вы были мужественными, чтобы вы встали и показали подлинность моего присутствия. Мое слово истина, мои милости безграничны, а мое милосердие достаточно и чудесно, оно способно преобразить любое сердце. Ваша печаль обратится в радость, ваши эмоции исцелятся, а разочарования найдут облегчение. Я принесу вам мир, необходимый для движения вперед. Приходите ко мне каждый день. Не обманывайте себя, полагая, что вы можете уйти. Даже в самых отдаленных уголках мой дух потянется к вам, и я проведу вас обратно, держа за руку. Насладитесь моим благословением в этот момент.
Позвольте мне коснуться вас своим исцеляющим помазанием. Мое желание – наполнить вас счастьем, вдохнуть в вас новую жажду жизни. Моя сила пребывает в вас, ваши слова несут в себе семена, которые вы можете посеять с верой и доверием. Вы увидите, как эти семена прорастут и превратятся в пышное дерево в зрелом возрасте. Благословения будут падать, как дивные плоды с небес, и вы будете ходить в свете, который я дал вам со дня вашего рождения. Я люблю вас и желаю благословить вас. Исповедуйте своими словами веру в меня, и вы испытаете глубокую радость. Встретьте этот день с решимостью и преданностью. Если вы оступитесь, я буду рядом с вами в трудную минуту. Не стесняйтесь просить о хорошем. Мое желание – благословить вас во всем, что вам нужно для жизни. Укройтесь в моих объятиях, когда почувствуете, что больше не в силах идти дальше. Придите к моим ногам и дайте волю слезам, если вы изнемогаете от борьбы, если процесс кажется вам непосильным, а обстоятельства сложными. Помните, что мое слово имеет силу, а моя любовь безгранична. Я всегда буду держать вас в своих руках, утешая ваше сердце. Если вчера вы плакали из-за внезапно возникших проблем, знайте, что ваши слезы достигли небес, моего святого престола, где творится ваша судьба, где исцеляются болезни, решаются проблемы, и я могу облегчить вашу боль. Настало время, когда небесные окна распахнутся и прольют на вас дождь благословений огромного размера. В тишине вы почувствуете мой покой. Трудности и отъезды не имеют значения, главное, что я с вами, обнимаю вас и утешаю вашу душу. Отпустите сомнения, почувствуйте мою любовь и уверенно идите вперед. Неважно, медленно ли вы идете вперед, главное – идти с уверенностью и верой. Речь идет не о беге, а о преодолении и упорстве. Я рядом с вами, наблюдаю за вашей жизнью, за вашей семьей, за вашей работой. Продолжайте ждать с уверенностью и радостью и наслаждайтесь этим чудесным днем, который я приготовил для вас. Я ваш всемогущий Бог, и я никогда не подведу вас. Напишите 1212, если вы верите в это. Бог говорит: «Я обещал благословить тебя». Почему ты колеблешься, когда возникают конфликты? Моя любовь к вам непоколебима, мои благословения никогда не прекращаются. Почему вы позволяете беспокойству наполнять вас страхом, лишая покоя? Не обманывайтесь ложью мира, я реален и всегда рядом с вами. Это правда, и прежде чем вы уйдете, давайте заключим договор. Оставьте здесь свои заботы. Позвольте мне с любовью прикоснуться к вашему сердцу, чтобы успокоить его. Вы верите мне? Поделитесь моими словами с теми, кто нуждается в моей любви и силе. Я говорю вам всем своим существом: я искренне люблю вас и не хочу, чтобы вы больше страдали. Я знаю, что вы сталкиваетесь с трудными ситуациями. Ваши силы на исходе, вы хотите сохранить благообразный внешний вид, скрывая свои страдания от глаз окружающих. Но я знаю вас лучше, чем вы сами. Это зеркало, в котором вы отражаетесь, показывает только то, что вы хотите увидеть, но я вижу ваш дух, я чувствую ваше сердце. Даже если вы храбры,
поговорите со мной, пожалуйста, чего вы ждете, чтобы поделиться тем, что вас мучает? Я соберу все слезы и подниму тебя из пыли. Немедли больше, доверься мне. Возложите свои тяготы на мои плечи, чтобы я нес их за вас. Я благословляю тебя быть моим ребенком, и это принесет в твою жизнь и жизнь твоих близких мощные дары и чудеса. Увидьте, как наполняется радостью ваше внутреннее существо, когда вы видите, как мое слово исполняется в вашей жизни. Я всегда буду рядом с вами, мои ангелы будут защищать вас и направлять ваши шаги, отгоняя злые намерения. Каждое утро обращайтесь ко мне, и вы увидите, как ваш день наполняется благословениями. Моя нежная любовь будет окружать вас, сохраняя спокойствие перед лицом трудностей. Если возникнут неожиданные проблемы, обратитесь ко мне, и я подскажу вам правильное решение. Я наделяю вас мудростью и даю вам знаки, которые направляют вас. Ваши мечты и проекты будут процветать, если ваше сердце будет верным и искренним. Просите, и вы получите по моей воле. Вы – дитя всемогущего Бога, я всегда с вами, и никто не может восстать против вас. Я держу тебя за руку с любовью, которая сопровождает каждый твой шаг, и открываю новые пути. Все, что вы делаете во имя Мое, будет благословлено, вы увидите изобилие и успех в ваших начинаниях. Ваша семья будет благословлена, плоды ваших усилий будут видны. Моя защита отгоняет несчастье, болезни, трудности, ненависть и обиды. Ваша семья находится под божественной защитой Моего Святого Духа. Я дал обещание быть верным, так будет и впредь. Помните, что ваша вера должна быть подобна горчичному зерну, маленькому, но способному вырасти в самое большое дерево. Вы есть это зерно, и я знаю, как высоко вы вырастете. Напишите 555, чтобы заявить об этом. Бог говорит, что мое слово обладает огромной силой. Если вы прикажете горам сдвинуться с места во имя Мое, они повинуются. Никогда не сомневайтесь во мне, я единственный верный Бог, независимо от обстоятельств, я не оставлю вас. Я буду любить вас вечно. Помни, я знаю каждый уголок твоего существа, твои эмоции, мысли и будущие поступки, поэтому ты заслуживаешь всей любви, которую я даю, ибо никто не понимает тебя так, как я, создавший тебя по своему образу и подобию. Отпустите ненависть и месть. Молитесь за тех, кто причинил вам боль, и моя работа дойдет до них, и я открою их сердце для истины. Сосредоточьтесь на мне, на моих обещаниях и на том, что я приготовил. Я был с вами с самого вашего рождения, и я наблюдал за вашим мужеством на протяжении всей вашей жизни. Я дам вам силу, в которой вы нуждаетесь, я прошу только, чтобы вы верили. Я изменю вашу жизнь, раны заживут, и вы больше не будете страдать. Сегодня твой день, подними руки, отдай мне свое сердце и живи с радостью. Этот год изменит вашу жизнь, и если вы примете мою любовь, не бойтесь, я рядом с вами в испытаниях, жду подходящего момента, чтобы поговорить с вашим сердцем. Я знаю ваши поступки и судьбы. Хотя вы чувствуете потерю и тьму, моя любовь восторжествует, и я не допущу вашего поражения,
вы преодолеете препятствия, найдете благословения и дары. Я даю вам мудрость, чтобы открыть закрытые дороги. Никто не будет угрожать вам, пока вы со мной. Не бойтесь людей. Вспомните, как завистники пытались сбить вас с пути, но не смогли. Вы все еще боретесь, и сегодня я возрождаю ваше желание жить счастьем, которое никто не отнимет. Вы в моих руках, у вас есть моя любовь и внимание. Сохраняйте веру, и моя благосклонность будет струиться на вас и вашу семью. Верьте в меня горячо и просто. Напишите 2222, если вы верите в это. Бог говорит, что в моих руках и в руках тех, кто вас преследует, вы найдете свою судьбу защищенной. Я не позволю никому посрамить вас. Ваш путь проложен, и мой Святой Дух будет освещать вам дорогу. Те, кто преследует вас без причины, отвернутся от моего прощения и будут строить свои собственные темные судьбы. Их ложь умолкнет навсегда. Вы, как крепкое дерево у благословенных ручьев, будете расти и процветать. Вы и ваша семья будете приносить обильные плоды, другие семьи будут наблюдать за вами и следовать вашему примеру. Моя благость будет изливаться на поколения, и мое присутствие будет окутывать их. Ищите меня каждое утро, пусть мир не отвлекает вас от источника ваших благословений. Ты и я в Америке, объединенные моей милостью, жертвой, преданностью и верой, вместе с силой моего воскресения и твоим чудесным решением верить в меня. Хотя вы еще не видите меня ясно, я явлю вам свое присутствие сверхъестественным образом, гарантируя, что эта красота, которую вы переживаете сегодня, никогда не покинет вас. В ваших руках сила, породившая Вселенную. Я неоднократно говорил вам и подтверждаю это, я с вами. Не сдавайтесь ни в какой ситуации и не поддавайтесь нападкам врагов. Не позволяйте другим принижать ваше достоинство и терпеть насилие. Ваши дети будут защищены. Не верьте улыбкам и добрым словам, за которыми скрываются злые намерения. Я окружил вашу жизнь ангелами, чтобы остановить пожирателя, но прошу вас внести свою лепту. Проявите свою веру, примите мои слова близко к сердцу. Ваш враг затаился, как рыкающий лев, и ждет, когда вы отвлечетесь, чтобы нанести удар. Начните с того, что каждый день проводите несколько минут со мной в благодарности, признавая, что ваши благословения исходят от моей любви. Я много раз просил у тебя сердце, не отказывай мне. Отдайте мне свое сердце без колебаний. Я прощаю твои недостатки, стираю твои ошибки и укрепляю твою веру. Иди в послушании и молитве, ты покоришь великие мечты и отдашь мне свое сердце. Если вы забудете эту святую любовь, вы вернетесь в прошлое. Вот истинная любовь, терпение в изобилии. Скоро вы поймете, что я храню возлюбленных и совершаю, казалось бы, невозможное. Моя святая цель – вы и ваша семья. Повторяю, у вас есть святое предназначение. Если вы почувствуете желание плакать, сделайте это. Я использую эти слезы, чтобы освободить то, что вас тяготит. Молчите, внимайте, слушайте, ибо эти два слова означают вашу жизнь, ваше будущее и благословение. Я люблю тебя.
Напишите 777, если вы доверяете Божьим срокам. Бог говорит: «Я обещаю даровать тебе все благословения, о которых ты просишь в молитве. Приходите ко мне, и я дам благословение на вашу жизнь, семью, пищу, вход и выход. Я удалю болезни из вашего тела, избавлю ваш разум от плохих воспоминаний и освобожу от бремени. Я освобожу вас от долгов и окружу вас благословениями. Поскольку вы доверились мне, вы будете подобны дереву, посаженному у водных потоков, с крепкими и здоровыми корнями. У тебя будут зеленые листья и плодовитые семена, которые будут размножаться и делиться благословением и жизнью со всеми, кто тебя окружает. Ты не будешь бояться жары, но будешь давать тень нуждающимся и грешникам. Во время засухи ты не будешь бедствовать и не перестанешь приносить плоды. Моя благосклонность проявится в вашей жизни, и я дам вам мир. Вы можете полностью довериться, вложив свои руки, дела и планы в мои руки. Вы и ваша семья будете сохранены от грядущих бед. Мои ангелы всегда будут окружать вас, защищать и наполнять радостью. Вы будете наслаждаться вечным счастьем. Не позволяйте страху овладеть вами, ибо я с вами, чтобы укрепить и поддержать вас. Я буду держать вас своей победоносной рукой. За какое бы дело вы ни взялись, делайте его с добрым сердцем, ибо все, что вы делаете для меня, будет вознаграждено прекрасным наследством. Поверь в меня всем сердцем и признай меня на всех путях твоих, и я сделаю шаги твои прямыми. Я – ваше воскресение и жизнь, и если вы упадете, я подниму вас, верующий в меня не умрет. Всегда сохраняйте смирение, кротость, терпение и терпимость. Не отвечайте на провокации криком или насилием. Поступайте смело, но и благоразумно. Если боитесь, ищите лица моего, ибо я защищу и направлю вас. Моя рука будет на вас дома во время ваших путешествий, и каждое утро, когда вы просыпаетесь, помните, что я держу вас за правую руку и спокойно говорю вам: не бойтесь, я с вами. Пишите 888, если верите. Я всегда буду любить тебя и никогда не позволю тебе чувствовать себя одиноким, забытым, даже если завистники будут напоминать тебе о твоих ошибках и пытаться наполнить тебя стыдом, не обращай на них внимания. Не позволяй горечи и печали управлять твоей жизнью. Даже если все тебя бросят, я буду рядом с тобой, чтобы не говорил тебе мир, для меня ты всегда останешься красивым, нежным и искренним человеком, которого я глубоко люблю. Не тратьте время на праздных людей, которые говорят плохо о других, не зная их, вместо того, чтобы заботиться о собственной жизни, они забивают свой разум мусором и ложью. Бог говорит: ищите моего лика, жаждите моего голоса, укройтесь в моей тени, укройтесь под моей любовью. Все, что вы видите, было создано с любовью, океаны, небо, горы в вашей душе. Это творение позволяет вам жить вечно в моем царстве. Хотя время нечестивых ограничено, ваши дни никогда не закончатся. Я даровал всем великую свободу выбирать жизнь и истину. Прикоснись к своему сердцу и прими благодарность. Я буду обильно благословлять вас. Мы всегда будем едины.
Верьте, не бойтесь, трусливые люди тратят свое время, обвиняя вас за ваши прошлые ошибки. Твои грехи прощены, я больше не помню о них. Все решено. Ваши недостатки утонули в морских глубинах, и теперь я сниму с вас тяжесть и гнет, которые вы носите в своем сознании, ту печаль, которая скрыта в вашем сердце. Я изменю ваше отношение к жизни и напитаю вас еще большим мужеством. Встаньте решительно навстречу жизни. Величайшие благословения ожидают тех, кто искренне верит в Меня, кто смиренно держит Мое Слово и не позволяет власти увлечь себя. Небеса переполняет радость от того, что вы впустили Меня в свою жизнь, что вы следуете Моему Слову и повинуетесь Ему своей верой. Я восстановлю то, что было отнято у вас. Идите с миром, ибо ваша судьба в Моих руках. Все ваши враги побеждены. Теперь иди, проси Меня с верой обо всех прекрасных стремлениях твоего сердца, и я с нежностью исполню их. Я говорю с вами. Уделите несколько минут тому, чтобы принять Мое Слово. Я хочу, чтобы вы продолжали слушать Меня. Я хочу принести радость в начало каждого дня. Я избавлю вас от забот, залечу раны в вашей душе, оставленные временем. Я сотру шрамы боли и подарю вам новое сердце без следов, без печали и горьких воспоминаний. Утром каждого дня вы будете чувствовать глубокую любовь и руководствоваться новой возможностью, которую я вам предоставляю. Пошлите 999, чтобы получить божественную защиту. Сегодняшний день – это день празднования победы, день преодоления любых невзгод и выхода победителем во всех сферах жизни. Наполнитесь мужеством, ведь для этого я спас вас, очистил ваш дух перед Моим присутствием и простил все ваши грехи. Позвольте мне идти рядом с вами, ибо я всегда рядом и готов провести вас через бури и штиль. Доверьтесь мне, потому что Моя любовь к вам непоколебима. Как солнце восходит каждое утро, так и Моя милость и благодать обновляются каждый день. Оставьте позади заботы прошлого и примите настоящее с верой и надеждой. Знайте, что вас любят без всяких условий и что в вашем путешествии вас сопровождаю я. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность вырасти и стать сильнее. Не бойтесь, ведь я с вами на каждом шагу. Слезы, которые вы пролили, не остались для меня незамеченными. Я собрал их и превращу в улыбки радости. Ваше сердце обновится, а душа обретет покой. Теперь, двигаясь к своему будущему, помните, что вы – уникальное и особенное творение. Ваш опыт сформировал вас, но он не определяет вашу судьбу. Доверьтесь мне, я открою вам новые пути, открою возможности, о которых вы даже не подозревали. Не теряйте веру и надежду, потому что вас ждут великие дела. Оглянувшись назад, вы увидите, как преодолевали препятствия, которые казались непреодолимыми. Каждое препятствие было шагом на пути к преображению. Пролитые слезы оросили плодородную почву вашего духовного роста. Теперь вы расцветаете и становитесь тем человеком, которым, как я всегда знал, вы можете стать. В моменты неуверенности помните, что вы не одиноки. Прошепчите молитву,
и я буду рядом, чтобы выслушать вас. Ищите моего руководства как в мелких повседневных решениях, так и в выборе, который определит ход вашей жизни. Я всегда отвечу любовью и мудростью, направляя вас к цели, которую я для вас приготовил. По мере того, как вы будете все больше осознавать мое присутствие в вашей жизни, вы обретете мир, который преодолеет окружающие вас обстоятельства. Этот мир будет подобен маяку, излучающему свет среди тьмы. Даже когда жизненные бури будут угрожать поколебать вашу уверенность, вы устоите, потому что ваши корни укоренены в вере. Так что идите вперед с мужеством и благодарностью в сердце. Каждый новый день – это подарок, возможность принять жизнь с радостью и решимостью. Вы любимы, вы ценны, и вам суждено достичь необыкновенных успехов. Пусть эта истина найдет отклик в вашей душе, вдохновляя вас проживать каждый день целеустремленно и страстно. Вы понимаете то, чего не понимают многие, и если я простил ваши грехи, значит, я уже забыл о них. Я больше не буду напоминать вам о них, поэтому не погрязайте в печали о том, что уже прощено и преодолено, даже если это трудно понять с человеческой точки зрения. Да это и не нужно понимать. Бог говорит, что нужно просто искренне верить, не допуская сомнений. Ваше будущее и успех зависят от меня. Не наказывайте себя за ошибки, и если ваши грехи привели к последствиям, я дам вам победоносную силу, чтобы преодолеть их и выйти победителем. Помните, что все идет во благо тем, кто любит меня. Держите меня за руку, верьте в мои обещания и вставайте, идите вперед, укрепляясь и ободряясь. Я приготовил для вас чудесные вещи, но чтобы получить эти благословения, вы должны понять, что в стране благословений нет места безнадежности, жалобам, сомнениям или отсутствию веры. Ваша вера радует меня, мое присутствие окружает вас, и мой дух наполняет вас. Верьте, что я реален, и вы можете рассчитывать на меня. Продолжайте верить и доверять, и вы увидите, как мои обещания материализуются в вашей жизни. Я люблю тебя и говорю тебе самое главное. Я люблю тебя чистой и чудесной любовью. Я был, есть и всегда буду с тобой. Ваша семья очень важна для меня. Ваши молитвы скоро будут услышаны. Великие благословения уже в пути, не бойтесь и не отчаивайтесь, ваша помощь приходит с небес, и никто не может ее остановить. Хотя перед вами стоят трудности и появляются враги, не бойтесь, никакая опасность вас не настигнет. Мои ангелы окружают вас, и моя величественная слава защитит вас от всех бед. Не осуждайте и не держите зла, ваша настоящая борьба не с другими, а со скрытым врагом, который действует в тени, замышляя ловушки, чтобы победить вас. Чтобы противостоять этим злым силам, присоединяйтесь к моей армии ангелов через поклонение и аллилуйю на рассвете в последние времена. Это очень важно. Приготовьте свою душу, объедините свою семью в молитве, позвольте моему Святому Духу взять контроль над вами, и я дам вам самообладание и удалю страх. Враг коварен и лжив, но не бойся и не трусь, он не всемогущ и не вездесущ, он не знает твоих мыслей и моих планов относительно тебя, хотя и злится, видя твое процветание. Помните, что вы находитесь под сенью всемогущего Бога,
моя благодать защищает вас от зла. Никакая сила не может вас опустить или обвинить. Я ваш покровитель и защитник. Аминь. Напишите «Аминь», если вы верите, что можете получить это сегодня. Если вам понравилось это видео, нажмите «Мне нравится» и подпишитесь на наш канал, чтобы укрепить свою связь с порталом сознания. Да благословит вас Господь. Жизнь – это путь, полный испытаний и неожиданностей. Каждый наш шаг – это возможность учиться и расти. Как сад нуждается в заботе и внимании, чтобы процветать, так и наша душа нуждается в питании любовью и надеждой. Когда мы сталкиваемся с трудностями, важно помнить, что прощение и преодоление возможны, и Бог призывает нас доверять Его обещаниям. Однако страх часто парализует нас, не позволяя реализовать свои цели и мечты. В это время важно помнить, что мы окружены ангелами-защитниками и божественной славой, которые направляют и охраняют нас от темных сил, пытающихся нас ослабить. Объединившись в молитве и поклонении, мы сможем укрепить свою духовную защиту и противостоять любым невзгодам. Путь веры требует настойчивости и доверия. Двигаясь вперед, мы должны помнить, что Бог всегда рядом с нами и поддерживает нас на каждом шагу. Как рассвет возвещает о начале нового дня, так и последние времена призывают нас к более глубокой связи с Божественным. Пусть же мы примем поддержку Святого Духа, позволив Ему направлять нас и освобождать от страха, который пытается овладеть нами. Поэтому не стесняйтесь провозглашать свою веру и свое доверие. Скажите «Аминь», чтобы закрепить эту истину в своем сердце. Как слова имеют силу, так и ваша вера способна изменить ваш путь. Примите благословения, которые ожидают вас и вашу семью. Благодаря связи с Божественным мы обретем силу, мужество и способность победить в любой битве. Будьте садовником своей души, возделывая ее с любовью и верой, потому что под защитой Бога нас ничто не остановит.